Из-за проблем с подачей электричества в последнее время в республике участились случаи возгорания. И причин здесь несколько. Чаще всего это нарушение правил установки и эксплуатации электрооборудования, из-за чего возникает короткое замыкание. А также много хлопот приносят работникам Черноморэнерго неблагоприятные погодные условия. Ночью выехали мы, временно восстановили, кроме 2 домов. 2 дома остались без света. Сегодня полностью восстановим и подадим свет с утра. Случилось это где-то в 10 часов ночи. И вот где-то в 11 мы подали все, что было возможно. Эти хозяева этих домов тоже присутствовали. Летом в сухую и жаркую погоду ветхие ветви деревьев во время ливневых дождей и сильного ветра часто падают на линии электропередачи. И чтобы предотвратить это, необходимо вырубать или обрезать так называемые опасные деревья. Однако без официального разрешения экологов такие работы проводить нельзя. Ветки деревьев часто падают на высоковольтные линии. Вот там сложнее работать. Мы восстанавливаем. В районе Агудзер, в Нирш, это научно-исследовательский институт, там на их территории тоже есть огромное эвкалиптовое дерево. Пол дерева упало, порвало, там медные провода, 10 киловольт линию. В общем, прочистили, пока вытащили провода, полдня заняло у нас. Это эвкалиптовое дерево уже не в первый год создает множество проблем местным жителям. Так как здесь во время полевых работ 5 лет тому назад оно загорелось. Оставшиеся ветви дерева представляют собой большую опасность, создавая проблемы не только с передачей электроэнергии, но и проезжающему мимо автотранспорту. Таким образом, в результате восстановительных работ, проведенных специалистами Черноморэнерго, все сухие ветки эвкалипта были обрезаны, а оборванные линии электропередачи соединены. Однако, как говорят специалисты, чтобы в будущем дерево не представляло опасности для окружающих, его необходимо срубить. Гугуца Вардания, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.